В конце мая Тобольский государственный педагогический институт в очередной раз принимал у себя всех, кто хранит память о личности, оставившей глубокий след как в общественной жизни татар Сибири, так и творческом наследии. О Булате Валиковиче Сулейманове. В зале студенты и профессора, гости и хозяева. Хочется начать со слов самого поэта Булата Сулейманова, обнародованного уважаемым Анасом Гаитовым на прошлой конференции «Сулеймановские чтения». «Қайтырмынла әнкей туған яққа, ақ бәхетлі тоңнарым атсын, ләкин туған тілім ұнтып қайтқаншы, өлді деген хабарым қайтсын. Вернусь, конечно, мамочка, в родные края, пусть рождаются мои счастливые рассветы, но чем вернуться, позабыв родной язык, лучше вернется весть о моей смерти пусть». Это один из последних стихов поэта-лирика. Каждая конференция посвящается конкретной теме. Нынче организаторы определили ее как национальное образование и диалог культур в полиэтничном пространстве. Для Булата Сулейманова было крайне важно знать место сибирских татар в общей канве народов мира. Утонченный в лирике и пронзительный в публицистике, он без компромиссов ставил вопрос «Кто мы?». Пробуждал национальное самосознание родного народа. Сегодня очень важно не только сохранить то, ради чего сгорел в пламени борьбы с косностью и чиновничьим непониманием сибирский поэт, но и приумножить то малое, что еще имеем. Федеральный закон 448-303 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственных образовательных стандартов, внесенного правительством Российской Федерации. В Конституции представленный закон предусматривает переход от трехкомпонентной структуры государственного образовательного стандарта к однокомпонентной, отменяя фактически национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения. Реализация предполагаемого закона преобразования понятий и структур государственного образовательного стандарта привело к ограничению прав народов Российской Федерации на национально-культурное развитие, к отмене преподавания родного языка и литературы, изучение национальной культуры и истории своего народа в национальных школах и школах с национально-культурным компонентом. Данный закон привел к состоянию закрытия существующих национальных школ и школ с национальным культурным компонентом, начавшийся в ряде регионов фактически получить государственную поддержку и привел в конечном счете к свертыванию российского национального образования. В результате подобные действия будут создавать серьезные проблемы в вопросах сохранения и развития национальных языков и культур. Я думаю, что это очень консервативный, плохой закон, который принят. Я слышал, что при его подписании прежним президентом аппарат Путина раскололся пополам. Половина была за, половина против. Это означает, что закон проходил туго, и поэтому среди московской политической элиты есть очень много сторонников изменения этого закона. Поэтому мы будем вести политическую борьбу против этого закона, будем идти до конца. Президент Татарстана сказал, что в случае необходимости Татарстан дойдет до Конституционного суда, то есть до самого высшего звена нашей судебной системы, отстаивая наши права. Поэтому сдаваться мы не собираемся, и, насколько я осведомлен, другие национальные республики тоже идут в том же русле. По крайней мере, когда были крупные совещания в Казани и в Госдуме России, они заявили о такой своей позиции. Научно-практическая конференция, носящая статус всероссийской, собрала ученых со многих уголков страны. Здесь представители Татарстана и Башкортостана, Омска и Тюмени, юга и севера нашей области. Глубокие по содержанию и разнообразные по тематике доклады стали своего рода перекличкой ученых и общественных деятелей разных регионов и поколений.
Соңгы елларда мәгариф системасында булган катлаулы үзгәрешләр безгә бүгенге проблема турында уйланырга үтереш ясады. Чөнки әлегә хәтле мәктәп укыту системасында региональ компонент, җирле компонент дигән бер күпме урын алып торса, шушында безгә татар телен, әдәбиятыбызны һәм тарихны, культураны өйрәнергә мөмкинлек булса, бүгенге көндә ул мөмкинлекләр дә әкренләп юкка чыга бара. Шуңа күрә безнең Тубыл педагогика институты күләмендә үткәрелгән бу Сөләйманов укуларын нәкъ менә укыту системасында милли укытуга, милли белем бирүгә балаларга игътибар итү һәм халыкара мөнәсәбәтләрне өйрәнү юнәлешендә бу конференциянең темасын билгеләдек. Бу тема безнең өчен бик актуаль, чөнки безнең вуз өлкәбез өчен татар теле һәм әдәбият укытучыларын кадрлар, милли кадрлар әзерләүче төп укыту йорты. Шуңа күрә без бу хәлгә бик борчылабыз һәм мәктәпнең бүгенге хәлен өйрәнү, аның киләчәге бармы, булса ул нинди булырга мөмкин дигән сорауларга җавап эзләү безнең өчен бик әһәмиятле һәм көн кадагына сугып тора торган сорау бу. Шуңа күрә бүгенге конференция нәкъ менә шушы проблемаларга, шушы мәсьәләләргә багышланды. Секционные заседания объединили участников конференции по направлениям науки и интересам. Организаторы охватили все стороны национального просвещения. Язык и литература, история и религия, культура и методика. Заинтересованные могли найти содержательные выступления по любой из этих тем. Всем скопом набросились на одинокого и без того битого не раз в течение долгих лет творчества поэта. Не может такой очернитель оставаться членом Союза писателей СССР. Западные лингвисты рассматривают в английском и индоевропейских языках как перфект и не перфект. С грамматической точки зрения, те формы, которые включают в себя таксис, они во многом описаны, во многих языках это описано с точки зрения формальной грамматики. Если на сегодняшний день у нас главная проблема в школах, где родители вместе с учениками и руководство школы приняло решение изучать родной язык, а некому преподавать, то, естественно, не будет толку. Поэтому я думаю, что вот это национальное самосознание, оно сегодня формируется и в детских садах, в дошкольных учреждениях, в начальной школе, в институте, в обществе. Вот. Поэтому здесь, говоря языком Дмитрия Ивановича Менделеева, нужно быть, конечно, постепенцем. То есть сразу вот так наступил, например, 2009 год. Да, начинать с семьи. А обсуждение сегодняшней проблемы с точки зрения образования – это тоже очень важный компонент. Вот, поэтому семья, потом дополнение учебные заведения, потом само общество. Тогда это будет в порядке. Тобольский пединститут любит принимать гостей. Научные конференции – это не только возможность пообщаться с коллегами из других регионов, обменяться опытом, но и показать свои наработки и достижения. Булат Сөләймановны мин студент вакытларда бер мәртәбә күргәнем бар. 70-нче еллар була. Һәм ул безнең Исәт авылында, Ялтырский районында булган. Әнием яхшы белә. Безнең бу читальный залда полностью безнең нәрсә журналлар, рус тәрҗемәсендә бирелгән журналлар «Юность», «Уральский седобыт», «Сибирские огни» дигән журналларында аның күп шигырьләре басылган. Безнең читальный залда инде библиотекада и абонемент, и справочный отделда Булат Сөләйманов «Мин Себер татарларны» дип. Менә бу аның менә «Мин Себер татар» дигән аның как иҗат тормышында кредо була. Ул чыга башлагач, җыентыклар чыга башлагач, ул шундый мәкаләләр язган. Таныш булыйк. Булат Сөләйманов «Мин Себер татармын». Акцент именно шул Себер татарыннан булган. Шундый безнең зур халкыбызның, үзебезнең яшьләр, бик күп яшьләр и рефератлар, доклад, курсовые работы ясалар яшьләр, бик күп. Булату Сулейманову судьбой была уготована короткая, но яркая жизнь, полная творческих порывов, борьбы за свои идеалы. В контексте сильной, напористой волны татарских поэтов-шестидесятников его творчество не потерялось, а наоборот, внесло свежую струю, привлекло внимание читателей оригинальностью образного мышления. Его поэзия и публицистика не оставляют равнодушными, так как творчество поэта воедино слито с судьбой родного народа. Его думы и чаяния связаны с будущим сибирских татар, с проблемами сохранения его как нации, этноса.
Когда весна внезапным всплеском проходит вдруг, и ледоход сверкает льдин слепящим блеском, я вижу в небе хоровод. То в край родной стремятся стаи из дальних мест, с большой тоской крылами рассекая дали, чтоб обрести опять покой. К родным озерам и урманам, что краше нет на всей земле, чтоб песни петь седым туманом, привольный гимн своей стране. И вновь душа моя крылата, и сердцем снова мир любя, у родника в часы заката я птицей чувствую себя. Неоднозначная была личность, яркая, безраздельно преданная своему народу. Таких, как Булат Валикович, сейчас крайне мало. А вернее, в последнее время их не наблюдается совсем. А жаль.